нас с лесовосстановлением в республике? Сколько Лесовосстановление проводится на всех площадях, которые выходят из-под рубки. Значит, согласно правилам лесовосстановления, после вырубки лесных насаждений, значит, есть у лесопользователя, арендатора либо у лесничества в неарендованной территории 2 года для того, чтобы принять решение, каким способом будет восстанавливаться вырубка. В соответствии, исходя по истечении 2 лет, значит, какой-то из способов будет выбран и произведен на той вырубке, которая была. Есть множество других работ, это приемка лесосек. То есть сначала принимаем лесосеки, после вырубки смотрим, какой значит, вид из лесовосстановления должен быть применим. Значит, соответственно, составляются все документы, и это лесовосстановление проводится. Значит, за невыполнение работ по лесовосстановлению предусмотрена административная ответственность. Статья 8.27. Ну и в любом случае лесопользователь будет обязан произвести работы по лесовосстановлению в досудебном порядке, либо по решению суда. Насколько быстро все это растет? Сосна в наших условиях растет очень хорошо. И на песчаных, и на суглинистых почвах. Вот как вы видите, вот тут прирост, ежегодный прирост очень большой. Можно сразу снизу смотреть. Сантиметров 25. Да, по мутовкам. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Так говорят, дерево, если быстро растет, значит оно слабое. Для строительства не подходит уже. Да, но это, они потом замедлят свой рост. Замедлят. Это из-за того, что было сейчас осветление, да? Они прирост хороший дают очень. Но со временем, когда кроны сомкнутся, и тут будет насаждение большое, они будут расти чуть помедленнее, и, соответственно, вечные кольца будут меньше, и тогда древесина будет лучше. Вот этот древостой, так называемое материнское насаждение. Первоначально, вот где сейчас вы были, на лесных культурах, да, вот стоял вот точно такой же древостой. Вы тут можете наблюдать, что под пологом предварительного лесовосстановления как такового мало. Отдельными группами вот есть подрост ели, да. А в некоторых местах вообще ничего нету, пусто. Вот такое же насаждение там было. Поэтому вот, когда там создавали лесные культуры, и потом, через 50 метров, мы решили вот эту полосу оставить, потому что там мы лесные культуры не создавали. Дело в том, что там подроста хватает. Подберем. Вот, лесовосстановление уже пошло. Посмотрите, вот тут мы находимся вот на этой вырубке, которая была произведена в 2015 году, 15-16 год. В 2016 году мы тут приняли эту делянку, освидетельствовали. А в 2017 году, после учета подроста, было принято решение произвести тут содействие естественного возобновления путем сохранения подроста. Подроста было сохранено достаточно, около 2000. И плюс еще, вот стена леса близко, значит, осеменение будет дополнительно на этой площади. К тому же, тут была вырубка в марте-апреле месяце, и минерализация почвы составила около 30%. А минерализация, знаете, что такое? Это значит, гусеницами напочвенный покров удалили, пропахали, да? Открылась земля, и туда попадают семена. Семена попали, и начинает расти вот молодой лес. Вот смотрите, прошло 17 года, значит, прошло у нас 4 года, да? 17, 18, 19, 20, 4 года. Вот смотрите, какое лесовосстановление. Сосенки и маленькие елочки. Вот их сколько.